Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня посмотрим такую тему. Что говорят люди за вашей спиной? Хорошее, плохое, любое. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте начнем, пожалуй, с плохого, а потом закончим хорошим. Здесь мне выходит семья, родственники и так называемые названные родственники. Ну, допустим, родственники, с кем у вас нет кровной связи. Это могут быть даже всякие там крестные, либо родственники со стороны, допустим, вашего мужа. Вот честно скажу, не любят, недолюбливают, относятся подозрительно. У кого-то вот прям отыграются, что вас просто не хотели. Так вот, не хотели и все. Хотели, чтобы там мужчина женился на другой женщине. Всегда ищут у вас недостатки. Сами могут там творить, куролесить, и это типа нормально, ничего особенного, ничего страшного. А вот если вы, то все, там такой скандал, там такая истерика, там все навредило специально, такое, сякое, раздувают. То есть мухи слона постоянно раздувают. Люди недалекие, люди, ну даже, знаете, как слабоумные, люди, которые в чужом глазу видят соринку, а в своем даже бревна не замечают. Я, знаете, что еще вижу? Я вижу, что эти люди, они себе такую карму минусовую заработали. Им за все это придется ответить. А у кого-то даже отыграется, что придет тот час, когда вы с этими людьми поменяетесь местами. И знаете, вы как судья будете решать будущее этих людей. Да? Как там, казнить нельзя, помиловать. Либо казнить нельзя, помиловать. Вот такая ситуация будет. Но это немножечко попозже. Вот, несправедливо вас обижают, вы при этом все равно относитесь очень благородно, вы относитесь по-доброму, и вы как бы прощаете. Да, вам больно, да, вам обидно, но вы зла не желаете. И это хороший момент. Момент, который и даст вам титул этого судьи. Это в вашем будущем. Еще у кого-то здесь скорее в семье какое-то недопонимание идет. Может быть, там с родителями, либо с детьми. Но здесь именно недопонимание. Знаете, какая-то любовь такая душащая, всеохватывающая, и кто-то сопротивляется. Может быть, вы ребенка хотите своего там от чего-то защитить, уберечь, дать хорошие наставления, а ребенок от этого отказывается, упирается. Такой, не-не-не, типа я взрослый, либо взрослая, я сама знаю, что мне делать. Либо наоборот, вы так поступаете, когда ваши родители просто давят своей любовью на вас. Мои хорошие. Все-таки здесь идет именно про любовь, про желание помочь, уберечь, подсказать, поддержать. Да? Это хороший посыл. Вы как бы там ни ссорились, не ругались, все равно вы друг друга любите. Да? Вы все друг друга любите. Вы друг другу можете там всяких нехороших слов наговорить, а потом сидеть и сожалеть об этом. Да? Ведь любовь, она такая, сердце-то ведь болит. Да, болит, я вижу. Не думайте о плохом. Вы семья, ваши семейные узы очень крепкие. И вот эти пикировки, которые сейчас присутствуют в вашей жизни, они все равно сойдут на нет. Сойдут на нет. Как бы вы там друг друга не воспитывали, какими бы словами ни называли, вы все равно семья и все равно друг друга любите. Никто дурного не думает, никто дурного не планирует. То есть любовь между вами, она есть, я вижу. А ссоры, кто не ссорится? Покажите мне такую семью идеальную, где никто не ссорится.
Наоборот, если люди вообще никак не ссорятся, там, не выясняют отношения, тут надо задуматься, потому что они равнодушны друг к другу, поэтому нет никаких ссор, нет никаких споров. Как мы знаем, в споре рождается истина. Вот это про вашу ситуацию. Не думайте, плохого нет, наоборот. Все хорошо у вас в семье, и чувства здесь настоящие, и любовь будет проявляться в трудные минуты или в какие-то сложные ситуации. Так, на работе вас часто осуждают, обсуждают, судачат за вашей спиной. Даже те, с кем вы на короткой ноге, с кем вы хорошо общаетесь, вам кажется, что вы прям друзья, но на самом деле нет, такого я не вижу. Я не вижу у вас на работе ни одного чистого, светлого человека. Все какие-то немножко подпорченные. Что говорят о вас? Говорят, что вы из себя что-то там не то строите, что вы, возможно, там к начальнику подлизываетесь, что вы там себя как-то показываете, превозносите, что вы работаете как на показуху, да? Знаете, почему говорят? Говорят те, кто вам завидует. Говорят те, кто не может работать, как вы. А вот секрет в том, что никто на вашей работе не может сравниться с вами в профессионализме, в честности, в трудоспособности. Люди ленивые, люди пассивные, абы то лясы посидеть, поточить. Вот это ихнее. Вот там они мастера спорта, там супер-бупер профессионалы и прочее. А если поработать, так это вы. Это только вы. Говорят, вот знаете, вы сидите в одной комнате там со своими коллегами, только вы выходите, и начинается про вас. Начиная от того, как вы одеты, заканчивая вашей личной жизнью. Вот прям все обсудят, все обосрут. Извините за слово, но так оно и есть. Вы, пожалуйста, на работе к своему рабочему месту, либо к своей униформе, если вы работаете в униформе, приколите булавочку. Пусть она колет языки вот этих вот любителей посплетничать. Булавочку можно любую, можно и освещенную, можно и простую купить и приколоть. И колите всегда острием вверх, да, чтобы они кололи свои поганые языки и неповадно было о вас судачить. Делайте так, это вам поможет. Я вам еще такой секрет раскрою. Да, куда бы вы ни пошли работать, всегда будут о вас говорить. И всегда будут говорить с завистью, с желанием вас обгадить. Потому что людей хороших никто нигде не любит. Да, не любят, просто не любят. На вашем фоне, понимаете, эти люди очень невыгодно выглядят. Они это понимают, они этого боятся. А как мы знаем, реакция таких людей — это вот, что я не понимаю, то я уничтожаю. Бояться, в принципе, вам нечего. То, что вы чувствуете напряжение, это интуиция хорошая срабатывает. Булавочками себя защищаете. Если есть возможность, попрыгайте святой водичкой. Также освещенной солью можно немножечко посолить место, где вы сидите, либо где вы работаете. Тоже будет хороший результат. И, кстати, я вижу, кто-то у вас новенький на работе появится в ближайшее время, мужчина либо женщина, то не имеет значения. Новый человек появится, и они полностью переключатся на этого нового человека. От вас отстанут. По крайней мере, меньше будут говорить о вас. Так, еще. Здесь какие-то соседи, может быть, по даче, может быть, по квартире, да, люди, с которыми вы проживаете недалеко. Здесь о вас говорят хорошее. Знаете, кто был в вашем доме, кто видел, например, как у вас там в квартире все чисто, уютно. Вы вообще замечательный сосед, соседка. С вами нет проблем, вы не шумите, вы ведете себя абсолютно прилично, адекватно, вы обходительны, вы всегда здороваетесь, вы очень порядочный и высокоморальный человек, и люди это знают. Да, есть там пару личностей, с кем у вас, скорее всего, был конфликт, какие-то выяснения отношений, и даже они вас уважают, понимаете, уважают. Понимают, что они не правы, но, знаете, люди ведь разные. Кому-то сложно извиниться, кто-то прям полон гордыни. Но, тем не менее, даже эти люди к вам относятся с высокой долей уважения, несмотря на то, что был конфликт. Так, еще
У кого-то бывший есть, бывший мужчина, и, скорее всего, не только мужчина, но и, например, бывшая свекровь. Действующая, либо предполагаемая, это уже не важно. Важно то, что эта женщина, ну, она, понимаете, вытравила любовь из вашего сердца к мужчине. То есть она стала причиной того, что вы с этим мужчиной расстались. Она его там накручивала, она его там всячески подталкивала к тому, чтобы он неподобное творил. И тут то ли вы от него отказались, то ли он к мамочке перебежал. Ну, что-то такого было. Вот сейчас эта женщина думает о вас в положительном ключе и думает: о, зачем я все это сделала? Была приличная женщина, такая хорошая, ну, настоящая жена, семейная, добрая, ручки золотые. Да, зачем же я разбила эту пару? Зачем я разбила эту пару? А мужчина, вот этот ее сын, он либо кого-то себе нашел, ну уж совсем там оторви и выброси, либо на горе того, на фоне горя, что он вас потерял, он немножечко головой поехал. То ли пить начал, то ли, знаете, как там аморальный, асоциальный образ жизни вести. И он все время ей так говорит: вот если бы ты нас не разбила, у меня бы в жизни было все хорошо. Да? Я тебя, говорит, ненавижу за то, что ты разбила мою семью, либо не дала мне жениться на этой женщине. Он ее во всем винит. Вас он вспоминает как нечто прекрасное, нечто такое, знаете, вот теплое, доброе, родное. Но злится на вас, злится, что вы как-то типа легко от него отказались, что вы за него не боролись. Хотя он же не прекрасная принцесса, да, чтобы за него бороться. Знаете, как немножко винит вас, вот, особенно если выпьет, у него начинаются эти пьяные истерики. Плачет о том, что потерял. Плачет о том, ну, что выпустил из своих рук. Вот. Ну, почему-то винит вас. Я не знаю, какая-то глупость, бред, но он, когда пьяный, винит вас. Так, у кого-то, кстати, из девчонок мужчина к другой женщине перешел. Они там постоянно ругаются из-за вас, постоянно. Он постоянно вас сравнивает с ней и всегда ей говорит: вот ты там неряха, вот ты там руки не с того места, да, ты там готовить не умеешь, плохо убираешь, за детьми не смотришь. А вот моя, вы, вот она была идеальная. И вот они ругаются. И эта вот женщина, которой он там убежал, перебежал, она прям, знаете, ну, считает вас какой-то помехой в своей жизни. И, кстати, у кого-то отыграется, что она, возможно, кому-то обращалась с тем, чтобы на вас там, ну, какой-то негативчик навести, да, вы для нее прям как кость в горле. Кстати, она очень сильно боится, что этот мужчина к вам вернется. Хоть вы уже и не примете, но она этого действительно боится. Девчонки, кто в последнее время чувствовал недомогание, какие-то неудачи происходили в вашей жизни, вот старитесь вы очень быстро, вот прям новые морщины, седины замечаете, опять же, угасает интерес к жизни, там какие-то воздействия происходят на вас. Здесь бы я, конечно, рекомендовала вам либо отливку сделать, да, почиститься, либо обратиться к специалисту, чтобы установить причину и, конечно же, от этого избавиться. Потому что может. Она считает вас своим врагом, она считает вас самой большой угрозой своему личному счастью, и способна женщина на все. Ну, ума нема, да, считай калека, поэтому способна на все. Такая информация идет, что она с кем-то постоянно разговоры ведет о вас, прям жалуется и боится. Вот она говорит: мне нужно как-то защититься от вас. Но опять же, это долго не будет продолжаться. Не будет. Если вы еще и снимать с себя это все будете, ну, это все ей обраткой обернется. У нее что-то будет по-женски, вот какие-то проблемы с женскими органами будут. Что-то прям нехорошее. Возможно, кстати, операция какая-то у нее будет. Вообще, мне, знаете, как показывают? Мне показывают, что ее лишат ее женственности. Может быть, что-то будут удалять, что-то будет такое происходить. То есть по здоровью вот наказание ей пойдет. Ну, тоже ей виновата. Не твори зла, не получишь зла в ответ. Кстати, очень многие люди об этом не думают. Им кажется: да, фигня какая-то.
Что тут такого? Ну, нагрешила, ну, там, наделала зла. Ну, что мне будет? Будет, будет. Да, оно не сразу приходит. Но когда оно приходит так, что оно безвозвратное. Понимаете? Вот, поэтому нужно с этим быть очень аккуратными. Особенно, знаете, как в порыве, там, эмоций, ярости. Надо быть поаккуратнее. Так, теперь давайте пойдем по-хорошему. Девочки, вы как хотите, но есть влюбленный в вас мужчина. Вы можете быть замужем, вы можете быть в разводе, вы можете быть в поиске, неважно. Важно, что есть человек, который за вами сейчас наблюдает, который тоскует, который переживает и который, ну, мечтает о том, чтобы быть с вами вместе. Я не скажу, кто он такой. К сожалению, такой информации у меня нет. Опять же, вы все разные. Но есть тот, кто вас по-настоящему искренне любит. Есть. Такой человек в вашем пространстве точно есть. У кого-то в интернете, у кого-то за углом, да, вы с ним каждый день встречаетесь, у кого-то на работе, у кого-то в соседнем доме. Такой человек есть. Пока в позиции наблюдателя. Не могу, правда, сказать, выйдет он из этой позиции или нет, но эту любовь вы ощущаете. Ощущаете, да, что кто-то вот за вами наблюдает, что есть эти флюиды, они периодически до вас долетают, его флюиды. Хороший момент. Так, еще. Этот мужчина, он, кстати, я не знаю, стихи о вас пишет, либо песни сочиняет. Может быть, даже портреты ваши пишет. Что-то он делает. Он с вашим ликом, с вашим изображением, воображаемым, либо на фотографии нарисованным, да, он общается. Он с вами о вас же разговоры ведет. Понимаете? Интересно. Так, а еще здесь две женщины есть. Две женщины. Я не могу сказать, вы подружки, либо вы коллеги, кто вы друг другу. Может быть, вы там вместе учились когда-то в школе, в университете. Но именно две. Они вас очень хорошо знают и очень хорошо к вам относятся. Очень за вас переживают. Очень переживают. Знают о вашей ситуации, знают о ваших проблемах. Знают о том, что вам нелегко. И они вот когда вместе встречаются, они постоянно за вас говорят. Говорят, знаете, в таком ключе, вот как вам помочь, либо что можно сделать для вас. Возможно, они что-то для вас узнают, возможно, они с кем-то за вас договариваются. Ну, хорошие женщины, сердца у них открытые и добрые, и к вам очень хорошо относятся, они вас действительно искренне любят. Не знаю, говорили ли они вам об этом, что хотят вам помочь, либо они знают, что вы женщина гордая, не станете принимать помощь. Но разговоры добрые, положительные идут. Вот от них идут в ваш адрес. Так, еще. У кого-то мама с кем-то общается. Ваша мама, либо ваша бабушка. Кстати, может быть и старшая сестра. Вот она относится к вам как мама. Она с кем-то общается. Но тут нужно быть поаккуратнее. Общается с человеком, который... Ну, мне вообще идет так, что человек, скорее всего, не тот, за кого себя выдает. Ну, просто в народе говоря, шарлатан какой-то, либо шарлатанка. Ваша мама, ваша сестра, ваша бабушка очень хочет вам помочь, чтобы жизнь у вас наладилась, чтобы в жизни у вас все получалось. И, возможно, кому-то обращается, кто может выманивать у вашей мамы, бабушки, сестры деньги с обещаниями вам помочь. То есть она приходит, она рассказывает о вас, о ваших проблемах. Человек говорит, да-да-да, заплати, я помогу, там, да, я там то сделаю, это сделаю. Поговорите со своим близким человеком. И предупредите, что если хочешь мне помочь, помоги мне другим каким-то образом, да, не надо делать за моей спиной и не надо верить шарлатанам. Потому что здесь именно какой-то обман, шарлатанство и выманивание средств идет. Либо, кстати, может пойти, да, потому что у нас рисунок в зоне отдаленной вышел, да, то есть это может быть ситуация будущего, когда ваша близкая женщина будет пытаться вам помочь, ну, и при этом потеряет деньги. Так, девочки, невесты, именно кто у меня невеста? Невеста, которая либо недавно познакомилась с семьей будущего мужа,
либо еще не знакомы, у вас тут назначена встреча, либо вы как заочно познакомились. А вы знаете, они о вас говорят очень часто. Говорят очень положительно, вы им очень-очень понравились и очень положительное впечатление произвели. Это если они вас видели, а если они вас не видели, то они очень хотят с вами познакомиться и, опять же, очень положительно настроены в ваш адрес. Знаете, как будто бы просят своего этого, сына, внука, да, брата, просят поскорее познакомить и постоянно о вас расспрашивают. Вот какая вы, как вы выглядите, добрая ли вы, там, умеете ли вы готовить. Да? Вот они интересуются. Интерес у них хороший, вот в светлом ключе идет их интерес к вам. Так что не бойтесь. Видите, они заочно уже вас любят. Либо та встреча, которая между вами была, она произвела на них очень хорошее впечатление. Так, еще кто о вас говорит? А кто у меня чем-то занимается? Вот вы что-то делать умеете. Кто-то, может быть, пирожки печет, торты делает, кто-то вяжет, кто-то шьет, вышивает. Какое-то увлечение, какое-то хобби. Что-то вы делаете. Руками делаете. Головой думаете. Может быть, вы там стихи пишете. Там, переводами занимаетесь. Здесь вот есть люди, которые хотят к вам обратиться, которые справки о вас наводят. И чем больше эти люди о вас спрашивают, тем больше положительных, теплых отзывов они получают. Хороший момент, хороший. Вот кому вы оказывали услуги, либо с кем вы сотрудничали, даже кратковременно, все эти люди под впечатлением о вас и говорят о вас только лишь хорошее, доброе. И да, к вам скоро кто-то обратится. Мне вообще идет как пара. Это могут быть две женщины, либо мужчина и женщина, да, мать и сын, дочь и мать. То есть они к вам обратятся с каким-то заказом. Причем заказ будет не маленьким. Тоже приятный момент. Так, мои хорошие, в целом вы уникальный человек. У вас все очень пропорционально, как бы и хорошее, и плохое. Не бойтесь плохого. Плохое, когда говорят о вас плохое, либо думают о вас плохое, это тоже на самом деле показатель того, что вы живете, что вы развиваетесь. О ком не говорят, о дураках не говорят, о сволочах не говорят. Они никому не интересны. А вы очень многим интересны. И очень многие прям любят о вас поговорить, посудачить. Да, иногда вы чувствуете эти разговоры. Там щеки могут краснеть, уши может жечь. Вы это чувствуете, вы человек чувствительный. Особенно вы чувствуете, когда говорят о вас негативное. В такие моменты лучше умываться, конечно, святой водичкой, либо просто водичка, да, если святой водички нет рядом. Будет облегчать ваши ситуации и смывать эти грязные слова, которые льются в ваш адрес. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.